Мы представляем гражданское движение за эффективность развития и к вашему представляем серию выпусков по благоприятной среде для организации гражданского общества. Сегодняшняя наша тема – это свобода слова в Кыргызстане, и ее ведущий я, Алмаз Таджибай. Сегодня любезно согласились в нашу студию прийти. Хотела бы поговорить о свободе слова в нашей стране, ведущие институты, ведущие организации, которая работает в свободе слова. Хотел бы представить, спасибо вам, что пришли. Хотел бы представить Алтана Исаева, она юрист из общественного фонда Институт Медиа Полиси. Также у нас любезно согласилась прийти из этой же организации медиа-эксперт Надежда Алишева. И хотела бы представить Азамата Танаева, он медиасоветник и руководитель проекта «Интерньюс» Кыргызской Республики. Спасибо, что пришли. Ну и первый вопрос. Первым делом я хотел бы начать с вас. Я знаю, что «Интерньюс» очень много делает в поддержку журналистики в нашей стране, повышением квалификации журналистов, ну и очень большой вклад для свободы слова. Расскажите о вашей организации. Иначе слишком много придется говорить. Интерньюс в Кыргызстане – это страновой офис международной организации Интерньюс Network. Уже много лет работает в Кыргызстане и в своей деятельности охватывает, пожалуй, все направления и аспекты журналистской деятельности. Все журналисты, блогеры, медиаэксперты, они знают домен нашего сайта internews.kg. Также наша организация очень активна, практически во всех социальных сетях, мессенджерах. И, по-моему, только даже за последнее время очень большое количество проектов. Например, я руковожу проектом по развитию расследовательской журналистики в нашей стране. Проект работает уже 2 года, даже больше, уже прошел 3-й год. Также Интерньюс запустил очень интересную, на мой взгляд, программу. Мы ее назвали «Медиастажер», по условиям которой все обратившиеся к нам СМИ получат возможность брать к себе в редакции начинающих молодых журналистов, которым будет обеспечена полная поддержка, включая выплату авторских гонораров, стипендий, обеспечение техникой. Но есть еще, запускается даже более интересный проект, по которому мы наберем наших акынов. В общем-то, можно сказать, что эту идею подсказали нам сами журналисты. Я имею в виду YouTube-канал Темиров Лайв, которые организовали коллаборацию с акыном Болотом Назаровым, и он их журналистские расследования перепевает на свой акынский манер. И опыт этой коллаборации оказался настолько удачным, что на него обратили внимание даже за рубежом. Наши коллеги снимали, мы все видели видеоролики об этом явлении. Конечно, конечно. И это неспроста. Акыны, они просто тогда не было таких понятий, но фактически они являлись медиакоммуникаторами, они являлись opinion-мейкерами своего времени. А сейчас с развитием технологий, возможно, им немножко
не хватает новых современных каналов связи со своей аудиторией. Потому что, ну что мы представляем под активностью акынов? Это национальные праздники, какие-то стадионы, площади, концертные залы, айтыши, а, которые в виде концертов на телевидении мы можем наблюдать. А используя возможность, а, возможности социальных сетей, они, конечно, многократно увеличат свою аудиторию. И подытоживая, я, в общем-то, скажу, что любой проект Интерньюса как раз-таки он на это и рассчитан, на усиление медиапотенциала не только журналистов и блогеров. Вот мы знаем, вот все были свидетелями, недавно прошел первый Курултай блогеров Кыргызстана и Казахстана, который тоже очень прошел в такой очень воодушевляющей атмосфере с большим количеством участников и гостей. Вот, Интерньюс тоже помогал в проведении этого ивента. Вот, так что, ну, как я и предупреждал, давайте я на этом пока поставлю Да, точку, а спасибо. то иначе очень много времени уйдет. Спасибо. Ваша организация, где собирается вокруг и подпитывается помощью все, не только журналисты, да, но и все блогеры и просто любой гражданин. Надежда, скажите, пожалуйста, вот ваша организация очень много лет проводит мониторинг свободы слова. Расскажите вот о вашей организации, какие вот, может быть, достижения есть. Является дочкой Интерньюса. В свое время, в 2005 году, был такой проект на развитие института медиапредставителя. То есть это омбудсмен, который защищает СМИ и журналистов. И вот из этого проекта выросла наша организация. Нам уже 16 лет в этом году. Солидный возраст. Да, солидный возраст, мы уже совершеннолетние. Вот. Безусловно, что изначально наша как бы была задача и цель – это помощь журналистам, средствам массовой информации, информационным агентствам. Вот. На сегодняшний день в нашем, так сказать, наших комиссарах уже есть и блогеры, и студенты вузов, и преподаватели, и просто любые пользователи социальных сетей именно по вопросам свободы слова, выражения мнения, доступа к информации. Наша организация, особенно вот последних этих 2 года, вот, пандемийных таких, да, мы столько, ну, как бы много документов разработали, и комментарии писали, и разные памятки для журналистов вот, в этих условиях, в которых мы живем, вот, и руководство, и анализировали в связи с, вот, с инвентаризацией все наши законы медийные, которые касаются именно журналистов. Вот, мы сопровождаем журналистов, если их приглашают в правоохранительные органы на допросы. У нас существует такой вид, как именно предредакционная проверка. Нам присылают и блогеры, и редакции свои какие-то статьи или видеоролики. И вот наши эксперты, в том числе Алтынай, она практически это занимается исследованием, чтобы на предмет рисков, на достоверность, чтобы были подтверждающие документы в этих материалах. И, естественно, мы даем свои рекомендации, и журналисты их придерживаются, и уже выходит материал, который, так сказать, не вызывает ни у кого неких ассоциаций пойти в суд и посудиться с данным, так сказать, изданием. Вот. На протяжении нескольких лет у нас работает такой большой проект, это школа медиаправа, где мы обучаем студентов вузов. Мы недавно буквально, вот Алтынай была ответственной за медиашколу, с преподавателями вузов, потому что мы студентов учим, они немножко вперед идут, чем преподаватели. А наша задача была научить преподавателей медиаправу, чтобы они потом уже своим студентам передавали эти знания. И то есть то, что студент, который не смог попасть на нашу школу, чтобы он получил это от преподавателя, те знания. Вот.
Мы опять-таки, последнее время мы вот участвуем, мы членами являемся рабочей группы по инвентаризации законодательства. Вот мы совместно с этой группой проводили оценку наших 4 основных законов. Закон о СМИ, закон о доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов, о свободе, о доступе к информации, свободе слова и о защите профессиональной деятельности журналистов. Вот эти вот законы, с которыми мы работали. Вот, ну, не знаю, сейчас сразу о проблемах сказать, с чем мы столкнулись, или это попозже. Пока, да, в следующий этапе, да, ну, я хотел бы сейчас, очень важное делает ваша организация, именно, понятно, очень важное дело для помощи журналистов, и именно чтобы профессиональный уровень вырос, да, ваша организация. Я вот хотел бы, Алтынай, спросить, перейти к следующему вопросу. Вот для благоприятной среды очень важно, первый, как бы, из права, да, это нормативно-правовые акты, а именно касательно свободы слова. Вот как на сегодняшний день в Кыргызской республике, как обстоят дела? То есть какие законы есть, и куда вообще мы то есть, двигаемся, ну, как бы, в хорошем направлении демократии, или же, ну, вот, просто хотелось бы для зрителей очень интересно, на каком уровне мы стоим о свободе Ну, слова. если говорить об уровне свободы слова в Кыргызстане, то, ну, за последние годы очень, как бы, среди стран Центральной Азии Кыргызстан всегда в пример ставили как страну, где процветает свобода слова, где обеспечивается свобода слова. Но, к сожалению, за последние 1,5 года ситуация изменилась, и не сказать, что в лучшую сторону. Но для начала нужно отметить, что у нас с января месяца принята новая редакция Конституции. Эта Конституция нам, да, провозглашает основы свободы слова, свободы выражения мнения, гарантирует право каждому гражданину доступ к информации. Впервые, что примечательно, новая Конституция запрещает цензуру средств массовой информации, провозглашает право доступа к информации для редакций. Но вместе с тем в Конституции заложена одна норма, которая вызывает у нас опасения у медиаэкспертов. В Конституции есть норма, которая предусматривает о том, что для защиты подрастающего поколения, для защиты нравственности и моральных ценностей у подрастающего поколения государство может принимать законы для ограничения определенных мероприятий. Но это не дословное цитирование, а в целом содержание этой нормы такое. И мы должны понимать, что когда в основной закон страны закладывается чрезмерно такая размытая формулировка, которая не конкретизирует конкретно, о каких мероприятиях речь идет, против кого эта норма будет применяться. Соответственно, есть опасения, что в будущем, используя эту норму, государство будет инициировать законы, которые, возможно, будут направлены как раз-таки на ограничение свободы слова. Раньше не было в Конституции. Если мы говорим об ограничениях прав и свобод человека, то в Конституции у нас и в старой редакции, и в новой редакции есть основное право, основная норма, которая отвечает международным стандартам. Дословно она звучит так, что права и свободы человека может быть ограничены законами, но они должны преследовать конкретную цель и быть соразмерны. То есть вводимые ограничения должны быть соразмерны. Эта норма есть, но конкретно та норма, которую я ранее процитировала, она чрезмерно размытая. То есть, ну, эту норму можно долго рассуждать, говорить, да, в чем конкретно проблема этой нормы, но суть его такова, что это чрезмерно размытая формулировка, и, соответственно, есть риски. Кроме Конституции. Вот сейчас я скажу. Сейчас, вот как Надежда Ивановна сказала, проходит большая кампания по инвентаризации законодательства. Мы все знаем, что по инициативе президента 359 законов хотят отредактировать, внести дополнения, изменения, что-то отправить на утрату. И в рамках этой инициативы конкретно 4 закона сейчас, которые регулируют деятельность средств массовой информации,
телевидения, радиовещания, они рассматриваются рабочими группами. Здесь надо отметить о том, что рабочая группа, в составе которой наша организация состоит, пришла к заключению о том, что эти законы, конкретно закон о СМИ, о защите профессиональной деятельности журналиста, об ОТРК и о телевидении, радиовещании, они не нуждаются в каких-либо изменениях, доработках, да. Если нужны изменения, то они должны быть незначительными, и, соответственно, их не надо в первоочередном порядке изменять. Но, к сожалению, сейчас мы видим, что действия государства направлены именно на то, чтобы среди всех этих 360 законов в оперативном порядке изменять именно вот эти законы, которые регулируют деятельность СМИ. Конкретно вот сейчас поднимается вопрос о лишении статуса общественного у ОТРК, да? Да, И причем это вне рамок инвентаризации. Совершенно отдельно, да, государственные органы его разрабатывают, причем общественность совершенно ничего не знала об этом. И если бы не наш запрос, который мы написали в Министерство культуры с таким вопросом, что сейчас делается, происходит с общественным телевидением, законодательство о нем, вот, мы получили ответ, что, оказывается, есть уже новый проект, и он согласовывается среди государственных органов. Вот. Но на сегодняшний день еще, так сказать, дальнейшая судьба его, в принципе, неизвестна, хотя мы, конечно, писали обращение и в аппарат президента, и в Министерство юстиции именно вот в эту межгосударственную экспертную группу, что вот такие происходят вещи, что мы рассматриваем одни законы, а там рождаются другие законы. Вот, безусловно, ну, как бы мы очень огорчены, что так все идет. Потому что самое главное для нашей страны, это в связи с принятием, если примут этот закон, то это, получается, нарушаются демократические принципы. У нас единственный общественный вещатель, вот, который, по крайней мере, соответствует некоторым и в большинстве принципов международных стандартов, когда есть наблюдательный совет, который имеет связь с общественностью, принимает его отзывы, и дальше, так сказать, это меняется программы или меняются какие-то направления в общественном телевидении. И потом общественное телевидение – это для народа. Алтынай, еще мы знаем, что есть закон о ложной информации, или достоверной информации, да, который ты написал, да? На каком уровне сейчас процесс находится? да, принятие закона о борьбе с недостоверной и ложной информацией – это тоже один такой негативный шаг в сторону ограничения свободы слова. Закон принят, и в соответствии с его положениями в течение 3 месяцев Кабинет министров должен был разработать порядок исполнения этого закона. Но, как нам стало известно, возможно, вы тоже об этом читали, Министерство культуры и информации, который как раз-таки по данному закону должен будет обозначен, да, как уполномоченный орган, да, по исполнению этого закона, стало известно, что подзаконные акты еще не приняты, и в целом из комментария представителя Министерства культуры следует, что опять-таки обсуждение вот этой рабочей группы, где разрабатывается подзаконный нормативно-правовой акт, оно направлено на то, чтобы не бороться с фейками, как нам говорили изначально инициаторы, а как раз-таки, о чем говорили гражданское общество, да, что изначально этот закон, он будет работать именно для ограничения свободы слова в социальных сетях, потому что вчера представитель Министерства культуры сказал, что подзаконный акт разрабатывает с участием правоохранительных органов, представителей органов национальной безопасности, о том, что есть вопрос создания некого неизвестного нам и не предусмотренного нормой этого закона, как определенного отдела, органа, который будет заниматься мониторингом социальных сетей. То есть это тоже такой большой вопрос вызывает, да, о каком органе идет речь, как он будет финансироваться и так далее, да. То есть как бы в целом сейчас мы мониторим ситуацию и
будем следить за тем, какие действия государство будет принимать для реализации этого закона. Азамат, вот скажите, как представитель международной организации, да, как бы тоже некоммерческая организация, вот, как влияет вообще со стороны на нашу страну, вот, ну, допустим, если плохое как бы состояние свободы слова в нашей стране, это какие потери, или это наоборот хорошо для нас, вот плюс, вот, ваше мнение, как вот ограничения, вот эти ряд ограничений? Ну, безусловно, мир уже давно глобализировался. Он представляет из себя какое-то такое единое информационное поле. И Кыргызстан, который связан разными нитями сотрудничества просто с большим количеством стран, входит и в разные региональные геополитические площадки. С учетом вот нашей свободы, наши граждане имеют возможность выезжать, ну, практически вот куда захотят. А наша страна, так она вообще открыта для всего мира. То есть вот такой культурно-информационный, общественный, политический обмен, он у нас очень активный. И сказать, что то, что происходит в мире, не влияет на нас, ну, конечно, это невозможно. Вот, как раз-таки очень многие регрессивные законы, о которых говорила Надежда, говорил Алтынай, это тоже вот часть, ну, уже, знаете, такой не очень хорошей глобализации, когда наши законодатели просто переписывают и пытаются внедрить у нас законы, которые уже разработаны и приняты в других странах. Это, конечно, не тот случай, Не лучший вариант. когда нужно что-то перенимать, брать какой-то опыт. Но, несмотря на это, наши коллеги, конечно же, не теряют бодрости духа, не теряют оптимизма. Наша страна, несмотря на ее, в общем-то, достаточно молодой возраст, да, 30 лет нашей независимости мы в этом году отмечали. Тем не менее, мы разные этапы в своем развитии успели пройти, пережить. У нас были времена и похуже, но даже тогда мы все верили и делали все от нас зависящее, чтобы перебороть эти обстоятельства. И часто это тоже удавалось. Вот. Почему так происходит? Потому что нужно помнить, что журналистика это, ну, не что-то такое э, общее, безликое, безымянное. Вот как раз когда мои коллеги говорили о своих активностях, вот мне, например, вот то, из чего они не перечислили, ну это и понятно, потому что все перечислить им тоже невозможно. Но мне особенно понравился один проект, он был связан с тем, что большие группы журналистов и неоднократно, несколько раз вывозились ну, в какие-то вот места там, туристического, курортного направления, такого отдыха, где им ну, с помощью опытных специалистов проводили занятия по психологической реабилитации, учили, как противостоять вот профессиональному выгоранию. Вот за это я знаю, вот те журналисты, которые там побывали, они настолько горячо, искренне благодарили Институт Медиаполиси за организацию подобных мероприятий, а еще больше просили продолжить, да, вот это все происходит почему? Потому что и для ИМП, и для Интерньюса, тем более вот Надежда не зря упомянула, что вот мы родственные организации. Журналисты для нас прежде всего это живые люди. Мы вот вкладываем какие-то ресурсы, финансы, организационную помощь, институциональную, техническую. Вот не просто для того, чтобы увеличивать вот эти абстрактные арифметические показатели там, наших позиций по свободе слова, по свободе прессы. Для нас очень важно
здоровую человеческую среду культивировать в нашем журналистском сообществе. И как бы там ни было, мы все видим, что с каждым разом ряды журналистов пополняются. Вот бывают моменты, когда нам начинает казаться, что вот какой-то кризис уже близок, но проходит определенное время, и от этого скепсиса не остается и следа, вот, потому что, посмотрите, каждый день открываются новые сайты, новые информационные порталы. Наши коллеги, они раз за разом дают объявления, и уже стало трудно найти новых сотрудников для СМИ. То есть такая востребованность большая, которую вот рынок, образовательный сектор не в состоянии удовлетворить. Вот поэтому ну, я вот хочу констатировать ответ на ваш вопрос вот таким образом, что чтобы не происходило, ну и, к сожалению, происходит что-то со стороны власти, да, потому что мы всегда как раз-таки призываем власть сотрудничать вместе, но, к сожалению, вот все вот эти законы, они появляются как вот гром среди ясного неба, и очень часто все эти новшества, они заканчиваются пшиком. И вот это как раз-таки результат деятельности вот не только наших организаций, но прежде всего самого журналистского сообщества, лидеров нашей медиасферы, наших известных, популярных, авторитетных журналистов. Вот поэтому я думаю, что вот пока мы обладаем вот таким потенциалом, ну, никакие такие, ну, зловредные влияния, ну, они, конечно, способны произвести какой-то эффект негативный в течение какого-то времени, да, но в большой перспективе, конечно, мы все верим, что пусть постепенно, но все-таки ситуация будет нормализовываться. Сразу возобновляется. Да. Можно я сотрудничество Да, все-таки добавлю? Вот, Вот да, у меня вопрос, да, кстати, вот тут зрители спрашивают, от каких же законов эти переписаны, говорит, кто-нибудь может ответить? То есть эти законы каких стран больше схожи? Вообще-то раньше мы, когда сравнивали, конечно, законодательство, разные изменения, когда вносили, то большей частью это была Российская Федерация. Бывали такие случаи, что даже в самом законе забывали убирать РФ и проставить РФ. Ну, это как Плагиат. Да, плагиат. да. Ну, это как вот дипломные работы наших студентов тоже иногда забывают. Да, вы знаете, просто есть еще такие моменты, что ну, наши депутаты, там, законодатели не следят, допустим, за изменениями, ну, в той же России, то, что они оттуда берут. И случались такие моменты, что когда вот, допустим, ужесточают какие-то нормы и берут из России, но они не следят, что эта норма уже 5 лет назад, ее снизили, она уже более такая лояльная стала. А наши берут именно ту норму, которая ужесточает. И мы даже в своих комментариях прям писали, и по каждый день, какой сейчас действует там закон. Да, это очень как бы, ну, не совсем правильно. Списывать да, чужие законы и даже, ну, как бы самим не осознавая и не вникая, что вы пишете и как это будет реализовываться. Но... Перейдем к следующему. Каким у каждой организации принятие решений есть, ну, сейчас обвиняет некоммерческие неправительственные организации, что вот бла-бла-бла, а нету конкретики, то есть принятие решения, да, вот, какое ваша организация, да, вот, участвует, то есть вы каким-то образом, вот, ну, вы говорите, что
делаете какие-то анализы законопроектов, да? То есть Да, это все да. отправляется или просто вот кричите, чтобы людей возмутить и, не знаю, стать оппозицией, помогать, не знаю. Вот за последний период, как вы видели, да, у нас, например, кодексы уже чуть ли не это второй, третий раз перерабатываются за короткий срок. Законодательство тоже меняется. Мы очень реагируем, потому что эти законы, они влияют, так сказать, на наших бенефициаров, на средства массовой информации, журналистов. Поэтому, безусловно, так сказать, нас волнует, какая норма, там, например, в Уголовном кодексе. И с нашей стороны в Джуркинеш было направлено 22 письма с предложениями именно и в Уголовный кодекс, вот уже и в предыдущий вот редакцию, версию, и вот уже в новый, который только что приняли, Уголовно-процессуальный кодекс, кодекс о правонарушениях, кодекс о проступках был, вот законы о манипулировании на первый этот вариант, на второй вариант. И хочу сказать, что 22 вот этих предложения и, так сказать, это запросов, когда мы просили Конституцию, Джуркинеш, последнюю редакцию, чтобы мы тоже в Конституцию вносили свои изменения. Нам от Джуркинеша всего один раз пришел ответ, вот из 22. Но с нашей стороны мы хорошее сотрудничество, так сказать, имели с омбудсменом, вот Мамытовым Тахоном, да, Балатбековичем. Мы все вот эти свои предложения, которые мы не смогли достучаться до Джуркинеша, вот, мы все свои предложения отправляли в их адрес и просили оказать содействие. И он нам помогал. То есть на самом деле вот вы активно в процессе принятия решения. А что как бы положительно повлияло? Что добились ли вы каких-то результатов положительных? То есть, может быть, какой-то вот драконовский какой-то закон, норма отменили? Скажи, пожалуйста, про политическую вражду. Да? Не, ну, вообще, можно говорить... История такой успеха, да, вашей? Есть несколько кейсов, которыми можно поделиться, но самое, наверное, вот из последних, если говорить, вот в рамках изменения кодексов, мы очень систематически, институт поднимал проблему ответственности за возбуждение розни. Как раз-таки мы говорили о том, что наше законодательство не разделяет тяжесть выражения, то есть тяжесть выражения, по которой человека хотят привлечь к ответственности. И статья 313 Уголовного кодекса, да, которая предусматривает ответственность за возбуждение розни, она, не разделяя тяжести высказывания, содержит только один вид санкций. Это лишение свободы от 5 до 7 лет лишения свободы. Мы всегда говорили о том, что это несоразмерное наказание, потому что законодательство должно разделять формы выражения, да, каким образом человек выразился, присутствовали ли в его речи прямые признаки к насильственным действиям или не было и так далее. Да? И вот в рамках изменения кодексов наши предложения частично были услышаны, и статья 313 за возбуждение розни, она предусматривает теперь помимо лишения свободы еще ответственность в виде штрафных санкций. Но мы помним, что президентом Садыром Джапаровым первая редакция нового кодекса, она не была подписана, была возвращена с возражениями. Кодекс был доработан, и обратно его вернули, его подписали. Вот как раз-таки эта статья теперь содержит два вида санкций. То есть государство может теперь разделять, да, но частично, конечно, это хорошо, что наши предложения были услышаны, но мы все равно считаем, что еще надо дальше дорабатывать эту статью. Второй, например, момент, это вот опять-таки по закону, точнее, по вот политической вражде, да, Надежда Ивановна говорила, Министерство внутренних дел хотело предусмотреть в статье о возбуждении розни такой квалифицирующий признак, как политическая вражда, да, то есть сейчас действующая статья предусматривает ответственность за возбуждение розни по признакам национальности, расы, региона, религии.
тогда по инициативе МВД хотели еще признак включить по политическому взгляду. И, безусловно, если бы эта норма была включена, соответственно, те люди, которые не поддерживают основную линию власти, да, поддерживают другую партию, другие политические силы, могли попасть под действие этого закона. И мы выступили против, не стали продвигать в законодательном органе. Также во время мы сидели на карантине, был большой пакет, законопроект большой в Лизме, гражданско-процессуального этого закона показал, что в случае принятия этой нормы он будет как раз-таки работать против независимых редакций, как в свое время закрыли телеканал «Сентябрь», используя норму, которая к ним, в принципе, не должна была быть применима, то в данном случае правоохранительные органы хотели придать такую легитимность этому механизму, да. Опять-таки, предложения гражданского общества, они были услышаны государством, и в последующем инициаторы отказались от дальнейшего продвижения этого закона. Вот я хотел бы сказать, очень важно, вот, допустим, очень важную работу делаете, мониторинг, это очень необходимо для развития демократии в нашей стране, да. А вот какие трудности у вас есть? То есть, есть ли там случаи преследования вас или вашей организации, там палки вставляют, или просто наоборот все хорошо? Вот можно еще до того, как плохо, я немножко скажу, что все-таки как бы были хорошие моменты в нашей деятельности в прошлые года, когда, ну, на мой взгляд, все, конечно, зависит от руководителя государственного органа. Потому что в свое время закон о телерадиовещании, который на сегодняшний день действует, он писался именно в сообществе с гражданским обществом. Практически, так сказать, представители было создано 2 группы рабочих, по технической и по именно теоретической, законодательной части. И вот все, так сказать, практически весь закон, который мы писали, он весь, ну, там это было изменение, но большая часть, они практически все вошли туда. Ну, единственное, конечно, была там одна статья, которая прям перед самым уже принятием ее просто изменили, ну, уже независимо, так сказать, от нас, которая, естественно, она имеет некоторые последствия на сегодняшний день. Вот. Но, в свою очередь, мы очень хорошо сотрудничали с Верховным судом. Вот у нас мы обучали, начинали с обучения судей, вот, по защите чести и достоинства, потом по как раз вот экстремизму. Вот. И в свое, так сказать, время, когда мы уже давно созрели, что необходимо менять постановление Верховного суда о рассмотрении дел о защите чести и достоинства, чтобы этот документ, его изучают судьи и принимают на основе него, так сказать, свои решения. Вот. И мы много работали, мы были, так сказать, инициаторами каких-то идей, совместно рабочие группы были с Верховным судом, с представителями именно судей, которые, так сказать, ну, работают с этими делами. Да, и это постановление вышло еще в 2015 году, в феврале месяце. Мы, в общем, гордимся вот как бы такими достижениями. Теперь трудности. Вот. Просто, или нет, интересно, просто зрителям интересно. Во-первых, НПО живет очень хорошо, понимаете? Да. Во-первых, как бы трудности в деятельности, это, безусловно, закрытость государственных органов. Вот на сегодняшний день. Доступ к информации. Доступ к информации, да, его говорят, и мы работали и с МВД, и с Генпрокуратурой, и с ЦИКом, и с МИДом, и с Министерством юстиции. То есть единицы, когда мы получаем ответ, который нас удовлетворяет. Либо это какой-то половинчатый, либо вообще ответ есть, но в нем
То есть это наши запросы. А если вот какие есть другие площадки, как бы общественные советы, через них пробовали, там, допустим, МВД есть общественный совет, ну, во всех МВД есть. Мы идем Во всех формах. мы идем, так сказать, законными процедурами. Если да, если не ответили, мы судимся. Значит, единственная сложность – это вот доступ к информации, госорганы не всегда дают, хотя Ну, Нет, совсем нельзя единственное, говорить, да, что это единственное. Вот, например, вы очень много раз сказали, что мы занимаемся мониторингом, да, вот как раз таки наш мониторинг показывает, что за последние усилия редакций, журналистов, которые проводят расследования, эти нападки выражаются в виде онлайн-угроз, да, в социальных сетях, дискредитирует деятельность независимых редакций листов. К сожалению, эти угрозы звучат не как от пользователей социальных сетей, либо от фейковых аккаунтов, да, какая-то массированная атака идет, но также и первые лица государства нередко в своих выступлениях позволяли необоснованные обвинения в сторону представителей гражданского сектора, в сторону представителей независимого СМИ, что, естественно, усиливает вот это настроение, скажем так, да, критическое, негативное отношение к нашему сектору. Спасибо большое. У нас поджимает время, да, мы могли бы обсудить еще много, потому что очень много проблем, очень интересная тема. И напоследок я бы в двух словах, что вы хотели бы улучшить? На что обратить внимание самое важное? Ну, поскольку мы в интернете занимаемся главным образом институциональным развитием, то есть повышением профессионализма, творческого уровня журналистов, их способности выживать вот в рыночных условиях, да, пытаться быть самоокупаемыми для того, чтобы иметь большую лояльную аудиторию свою, для того, чтобы иметь возможность влиять на общественно-политические и социально-экономические процессы, не просто влиять, а еще и приносить пользу, потому что мы все знаем, очень часто СМИ просто единственными, которые начинают исследовать, заниматься и доносить до общественности и до власти очень многие проблемы, которые исполнительные ветви власти сами не готовы или не хотят никаким образом решать. То же самое обстоит и вообще с правами человека в Кыргызстане. Опять-таки, очень часто это именно мы через СМИ узнаем о многочисленных, к сожалению, случаях нарушения прав человека по разным критериям. И вот для того, чтобы СМИ продолжала заниматься, а в идеале заниматься этим еще более масштабно и еще более эффективно, мы должны, конечно, понимать, что, во-первых, что мы можем? Мы можем с помощью демонстрации результатов, реальных результатов наших проектов, делать так, как бы это попроще сказать, чтобы донорская помощь, она увеличивалась. Потому что в ней действительно нуждается гораздо больше СМИ и журналистов, чем мы вот с нашими нынешними сегодняшними возможностями способны охватить. Вот, наверное, прежде всего это. Но и хотелось бы отметить, что сами журналисты тоже не всегда должны просто сидеть и ждать пассивно, когда кто-то придет и предложит им помощь. Современные технологии позволяют активно заниматься краудфандингом, краудсорсингом, фандрайзингом. Очень много моделей и возможностей для осуществления так называемого народного финансирования СМИ, по пути которого очень многие
даже финансово самостоятельные и, можно даже сказать, состоятельные СМИ даже на Западе уже давно пошли по этому пути, где-то отказываясь или неуклонно снижая долю зависимости от рекламы. Вот. Это, конечно, очень сложная тема. Не все у нас к этому готовы. Почему? Потому что народное финансирование, в свою очередь, оно обязательно и закономерно требует, чтобы СМИ и сами становились открытыми и прозрачными. Объективно это еще. Нет, я в данном случае речь веду о тех бизнес-процессах, которые выстраивают в самих редакциях. К сожалению, сегодняшние редакции, они сами непрозрачные. Они могут зарабатывать какими угодно способами, не все из которых мы можем назвать законными, либо этичными. Вот. Поэтому Финансовую среду. ну, это вот так очень легко охарактеризовать, но на самом деле это такой монблан проблем, но решать, конечно, это надо. Спасибо. Ну, кратко у нас Да, уже кратко. время. Безусловно, я хотела бы, чтобы государство немного по-другому взглянуло на некоммерческий сектор. Потому что столько организаций, которые приносят государству какие-то блага для тех же жителей, для населения. И мы, например, гордимся своей работой, потому что мы сами себе ищем деньги, нам государство не помогает. Государство не помогает нашим средствам массовой информации, поэтому мы бесплатно их обучаем, даем возможность как-то крепко устояться, работать правильно и по закону. И, безусловно, если касается своей организации, то, конечно, мы искали и всегда будем искать это финансирование, потому что мы и себя обеспечиваем, как рабочие места даем, так и для наших бенефициаров помогаем. Алтынай, вот вашей юридической точки зрения, что бы вы, ваше пожелание? Пожелания? Ну, я присоединяюсь к словам коллег. Хотелось бы, это, конечно, чтобы государство видело в некоммерческом секторе, в независимых средствах массовой информации партнеров, друзей, да, не врагов. То есть мы все хотим одного, мы хотим, чтобы наше общество было сильным, сплоченным, чтобы государство наше развивалось, да, и чтобы в нашем государстве соблюдались права и свободы человека. Спасибо большое, спасибо, что пришли. А я зрителям хотел представить, что у нас в гостях любезно согласились Азамат Танаев, медиа советник и руководитель проекта Кыргызской Республики, Надежда Алишева, медиа-эксперт общественного фонда Институт медиа Policy и юрист из этого института Алтынай Исаева. Спасибо вам, что пришли еще раз. Всего вам доброго. А я с вами, Алмаз Тадибай, прощается. Мы ждем вас еще на наших серии гражданского движения за эффективное движение на другие темы. Следите нас в соцсети. До свидания.